Олег, хватит пока. Те накроем чехлом палатки, давай накроем их. Фух. Так, ребят, ну что, у вас, говорит, есть два путя. Заездом рано определились, тяжко было заезжать. В общем, туда-обратно 2,5 часа. До 26 километров по лесу с камнями. Но у нас очень огромный момент с палаткой. В этот раз решили проверить, протестировать новую палатку у Олега. Пилигрим, да, вроде? 3,50 на 3,50. Хороший объем. Палатка новая, никто ее не доставал. В Оконцове, ребята, она маленькая по высоте и по этому размеру. Она никак не залазит в 3 раскладушки, никак тут мы не сможем просто даже втроем сидеть рыбачить. У парней, слава богу, палатка 2,90 на 2,90, но она продольная. И есть вариант буквы П разместить, получается, раскладушки. Вот. Олег что-то налаживает освещение. Поставили воду на пельмени. Сейчас сварю 2 пачки, пообедаем. Парни уже таскают, уже по пол ведра натягали там каждый. Андрюха там. Но мы с Олегом будем как-то здесь. В общем, будем как-то ютиться, ребят. Ну что уже делать? Проиграли. Не посмотрели палатку раз. Олег не смог ее, просто не успел вскрыть ее. Я, дурак, не взял берега про запас. Вот, пожалуйста, получайте. Сейчас покажу, что у нас получилось. Рассказывай. Че кого? Че как угол забирает, правильно? Да. В общем, ребят, видите, углы небольшие, они очень маленькие. И высота вот здесь, сколько ты говорил, Олег? 1,60 м? 1,85 м. Вот здесь, ребята, 1,85 м. Вот. Не подходила, во-первых, разделка трубы по высоте. Кое-как там запихнули, благо были запасные вот эти экраны. Пришлось
помудрить. Хорошо, есть два угла. Пошехонка 25 моя. Получается, и вот видите, ставишь раскладушку, и вот она сколько места забирает. Вот там все пусто. Здесь угол пусто. Соответственно, здесь, там угол пусто. Ну и в общем, вот как-то мы пытались вход здесь замутить. Есть, кстати, выход здесь под трубу. Ну, печка будет вообще в центре стоять. Ну, короче, вот решили мы так. Сейчас разбурим лунки. Закинем тоже снасти. Сильно не шугуй, сейчас ведро соберемся. Рядышком прям, да. Нормально, удобно будет? Прям с раскладушки, чтоб. Да. Примерзли, что ли? Походу примерзли. Сейчас мы их отогреем. Ладно. Как говорится, столик надо сюда притарабанить. Это под рыбу. Это под насадку. Парни нам выделили. Так, здесь, Олег, здесь скумбрия. Смотри, желательно насаживать через кожу. Да, поживее будет, пободрее. Опыт уже немножко есть. И здесь у нас креветка. Прям по хвостику так ее жик. Тоже четко все. Так, пакеты в пакеты, как говорится, бля. Удочки сейчас занесу, да. Песок какой-то. Шуга, походу. Попробовал воду. Соленая. Так, что у нас вот? В тесноте, но вы не в обиде, блин. Опять же. Так. Сейчас вот все надо прибрать. Удочки. Так, ну позвал Андрюху вспомнить, как говорится, бывалое. Ну и Олегу, чтобы от первого лица, от этого матерого наважника. Да где там матерый? Еще новое, не разработанное. Кивочки жесткие, правильно? Конечно. Вот леска тоже грубая. Сколько там? 0,2, наверное, по ощущению. 16. Вот. Что первое у нас идет вход? Не знаю, брат, морковку цепанем пока. Угу. Вот так. Олег, это морковка называется. Да, красненькая, красивенькая. С такими застежками. И цепляется туда. Да. Там, в общем, нет крючков, чтобы ты понимал. Просто дергаешь и выдергиваешь ее на лед. Вот это продается. Это червь. Самый настоящий морской червь. Это не какая-то химия, сушеный, да, червь. Сколько ценник, братское сердце? Ну, разные, там плюс-минус 200, короче. Одна штучка? Нехило. Они потом размокают, короче, длинные становятся. 150-250. Морковка это для... Можно прям по дну стучать, понял? Привлекать. Как-то так, брат, думаю, пойдет. Да, под себя уже сделаешь, как тебе удобнее. Вода что, на лобовую пошла? Да, уходит. Пока палатки ставили. Поклевывает. Уже это, не особо. Ну мы сейчас прозевали, парни-то половили, да, неплохо. Так, что вторую насаживаем, что у нас? Вторую надо, знаешь, что? Ну, надо этот. Вот там у нас глазик есть.
переховочки мы тебе посадим. Мгм. Это подвесы. Это тоже, ну, навага, корюховку посадим. Всё. Беспроигрышный вариант, брат. Да, согласен. Блесенка такая. Да. И навага на нее, пожалуйста, и корюх. Что хочешь. Ну и получается насаживаем креветку вот эту или скумбрию. Скумбрию, сейчас на скумбрию, кстати, хорошо берет. Идет. Потом как бы это, на мясо, допустим, нет, ну, поменял он на этот. Ну да, На застежки, глазик. застежки специально Это, стоят. это подвесы, видишь, можно как бы подвесы отдельно ставить. Ну, Сверху еще выше, дополнительно. да. Ну, цепляется залет, я не люблю такое. Я тоже не люблю. Он клюет, кстати. Да, мясо уже дергает. Мгм. Первый заброс, ребят, нашей палатки. Он, видишь, начинает ходить там, интересоваться. Ух, это какой-то Санич. Прям жесткий. Тут это вот надо было на мясо оставить. Сейчас перецепим. Давай, давай. Наоборот сделаем. Ну. Да, только Дай ему удочку тоже, пускай цепляет. Че, пацан, что в курсе, знает как. мясо. Пускай. Если также вот это сделай на этот. Да, это на на блесен, корюха. на кориха, на блесенку Да, сделай. вот это на мясо. А это жесткую на мясо. Держите блесенку. Сейчас мы тут переделаем. Что-то тут уже шеволит, ну. Так куда денется, конечно, кушать хочется. Да, мясо поставь, а вот эти вот Давай кивок, да, переставим на нем. блесенки вот эти можешь играть. Вот, иди сюда. Так, водичка закипает у меня. Дал. Вот это весно. Аппарат клюет. Долбит. Олег, кстати, у нас уже одну зацепил, ребята. Вот она наваженькая. Че, не зачет? Не знаю, ящик там 16 сантиметров, брат. Ну есть Да тут, зачет, есть да. она тут, конечно. Клев немножко говорит, спустился, пока мы тут Вокруг тут же тоже можно просто это, петлю, ну это, через петлю сделать. Конечно, там без разницы вообще. руки рыбы пахнет, и наживка рыбы пахнет, и сама рыба пахнет. Короче, весь тут в рыбе потом пахнешь. Ну что, брат, так пойдет. Поднастроились с Настей, Андрюха тут поднастроил. Тебя, брат, кидай, лови. Тоже резко пошел. По губам чуть-чуть щелкнул. Привычку эти, Да, надо, конечно, подноровиться. Потом уже подпривыкаешь и... Ох, это Коля был. Я тебе говорю. Думаешь? Чтобы он так строчит, да. А кверху задирает Колю. Не знаю пока как. Кусочек надо, брат, поменьше. Поменьше, да? Прям Да я вообще чуть-чуть. Крополи. Что, прям меньше-меньше? Да, прям вообще крополи. Кожу главное оставляй, все. Мясо можешь сразу жарить. Все понял. На креветку насади. Сам бы, говорит, хоть ел, да? Я голодный, кстати, мы. Так, ладно. Надо подсолить водичку, да чё? Чё, кого, как говорится. Пошла возня, блин. Посолить даже не могу, слышишь? Это все, я не могу потом оторваться. Сейчас без пельменей останемся. У нас все есть. Дни прожигать. Вторую даже не успеваю, ребят. Что ты, Лёша, хотел? Мясо хотели Мясо поставить? хотел сюда поставить. Карабин у тебя где? Он лежит. Понял. Вот так вот. Только скрипим, говорит, да? Так, ну все. Руки, ребятки, рыбой запахли. Морская тема поперла. Первая навага. Вот такого размера. Самая едовая вкусная. А так, ребята, вообще говорят, что самая маленькая вкусная. Есть и покрупнее.
прилове будет у нас корюх, которого здесь, все здесь за ним охотятся, кто занимается такой рыбалкой. Для них это более ценно. Для меня и навашка, в принципе, вкусная. Так, ладно, солить надо же. А солить-то не дает, ребята. Солить-то не дает. Солить не дает и на ту, и на эту, и на ту. И я набью тебе тату. Ну все, вот такой движ должен у нас 4 дня быть. Ну понятно, с приливами, отливами все будет это меняться. Будут паузы, но главное, чтобы у нас Олег кайфанул, потаскал от души, поддергал. Так что сейчас подпривыкнем по клевкам, на руку поднабить, все забыто. Шевельнул. О, этот чуть сюда его. Вот там уже долбит, походу. Что-то в руку дало. Бродяги идут. Давай коллегу туда. Олег, давай я к тебе, брат. Саныч идет. Братские сердца идут. Вон столик, ведро переверни. Мы уже на вагу поймали. Я вижу. Че, пельмени, ребята, будем? Будем, конечно. Горячего. Горячее. Что-то трясется тут. Да тут не трясется, надо убрать пока. Мы тоже все слухали. Саныч, подсекай, смотри, там клюет. Вы там что, наловили уже, надубасили? А что ты так привязан? Это так вот. Фига себе поляна. Глазки такие. А, да? Да. Так, ну что, пацаны, Давай, давай, пришли к вам. давай. Так как, Нашим огорчом. так как не удается нифига побыть вместе, давай так хоть Давай, друг давай. другу в гости. Будем ходить, ну. Знаешь? Давай, Саныч. Сколько там вышло? С водичкой вам ничего? Да. Зачем это 2 пачки варилось? Никто не ест. Я съем нахуй, блядь. Не, я ебашу одну пачку, литр молока нахуй. Это мало. Давай без матюганов потихоньку. Олег, тебе сколько? Ну ладно, не накладывай, ты что-то сейчас. Просто положи еще и все. Тебе водичка, может? Там есть вот. Хватит? У тебя, брат, скачок где? Что, брат? Ну, кто я? Я сам по себе. Сирота, бродяга, да? На ваге клюют. Поесть не дают, бля. Нормально? А там мелко. После вкусных пельменей, горячих пельменей, зимние рыбаки меня поймут, это очень-очень выручает на зимней рыбалке. Клев перестал, мы немного не успели, ребята еще половили, так как они приехали пораньше, пока раскладывали палатки, печки. Клев стихал, и в общем после обеда клев совсем прекратился. Решили воспользоваться этим временем, отдохнуть. Вода стала. Здесь рыбалка движется по воде. От прилива и отлива. Не может так, что целый день будет клевать у вас. Приезжаешь, садишься, попадаешь, рыбачишь. Только вода встает, начинается отлив или прилив, можно заниматься какими-то делами. Именно как раз кушать, отдыхать, что-то делать. Разбежались по палаткам. На улице стало темнеть. И в целом как бы периодически посматриваешь на кивок, добавляешь глубину или наоборот подматываешь. Ну и ждешь долгожданный приход на ваге. В общем, день заезда, все хорошо. В принципе, все обустроились, к рыбалке готовы. Да, с палаткой немножко не фартануло, но вроде как все у нас размещено, разместились. Ждем поклевок.
свеженько поменял. Сразу набрасывается. Ветер поднялся, блин. Ветерочек, ветерок. О, какой зверь. Хрень. Интересно, на живца бы такого использовать на щуку. Прикольно бы было. Как ты думаешь, Олег? Наверное, попробуй. Ну, только оно в соленой воде живет, да? Интересно, это на... А так мягкая, классная. Мелочь, блин. Ах ты, блин. Да ё-моё, сошла. Мелкая. Дергает. А что делать? Не дает. Больше кусочек насадил, может покрупнее бахнет. Опа. Это уже нормальная. Свеженькая пошла жара. Может, водичка шевельнулась. Может, что? Поклевок-то не было вообще. Ух ты. Что Олег начал шевелить у меня. Не знаю. Так, и на эту, и на ту. И на эту, и на ту. И я набью тебе тату. А на игру. Не секрет, ну-ка. Не хотит. Оп. Тюк, тюк. Кто там тюк? Да, блин, здесь кусок здорового походу. Сейчас мы его уменьшим немножко. На половинку. Опа. Жадина, блин, бьет. Мелочь. Мелочь, походу. Смотрите, какая попалась. Красавица. Ну, там тоже долбит, блин. Пошел на вага. Андрюха! Андрюх! Андрюха! На вага пошла. Ага. Братска, сними, пожалуйста. Да я вот только думал, посижу, проверю, и этот начал долбить. Хорошая попала. Ребята, всем добрый вечер.
Наконец-то суматоха вот эта закончилась. Мы уже спокойно забазировались, сидим в палатках. И ловим потихоньку на вагу. Так-то мы пропустили утренний клев. Пацаны немножко зацепили его, потому что они зараньше приехали нас. Вот. Они немножко половили. С ведро у них получилось. Пока потом готовили здесь обед. Пельмени. 2 пачки съели сразу. Все классно. Помыли посуду, убрались. И что-то решили полежать, отдохнуть. Ну, кто поспать, кто что так с дороги, потому что сил нету. И что-то вот смотрю, опять какое-то шевеление. Раз-два, раз-два. Сейчас попалась прям хорошенькая такая красавица. Вот. Это навага, ребята. Такая рыбка, ребешка. Ну, попадаются вот чуть покрупнее. Вот такие красавчики. Поменьше. Вот такие. Вот такая рыбка. Что-то ветер, пурга какая-то намечается. И получается в прилове еще корюх. Корюшка, ну, так ее называют здесь, корюх. Да, или ведро? Покажу. Тут я, наверное, одну поймал. И Олег парочку, или что-то там Андрюха тут поймал. Вот такая рыбка, ребята. Пахнет огурчиком. Есть зубы у него, кстати. У нас всего лишь их 5 штучек. Вот так. Вот по размеру там допустимая навага 16. Корюшка что-то там 18, что-то такое. Может, даже ошибаюсь. Есть линейка, кстати, потом покажу. Вот. Что-то так думали, поваляемся, не знаю, он что-то начал вроде шевелить. Посидим. Отдельно корюшку, ведерко, отдельно навагу. За сегодня, возможно, ведерко подловим. Я думаю, вечером поклюет. Вода, кстати, ушла, и клев вот перестал. Как вот мы сели в палатку, еще что-то шевелило, потом мелкая пошла, а потом вообще перестала. Пообедали, лед он трещит. Из-за того, что вода уходит, лед просаживается. И вот когда вода пойдет, я думаю, поклюет. Сегодня посмотрим, сколько сил будет. Посидим, попробуем порыбачить. Задача минимум ведерко, если поймаем сегодня, хорошо. А так, слава богу, ребят, все нормально, мы на месте. Как-то так будем ютиться, жить. 3 денечка рыбачить, ловить на море, на белом, на вагу. Парни там что-то шебуршат. О, Олег поймал. Попробуем, посидим, не знаю, что получится. Так, у нас в данный момент, ух ты, аж фрикцион у Олега хрустит. О, навашка хорошенькая. Вот завтра будем жарить. Сегодня, не знаю, будет настроение, может и пожарим сковородочку 2. Так как у нас... А, у пацанов там вообще ведро есть. Надо, чтобы Олег попробовал. Первый раз Олег на такой рыбалке. Я второй, что тут говорить. Вот, Андрюха провел небольшой инструктаж, так скажем. Олег, мясо. Вот это мясо, ребят. Вот смотрите. Что такое мясо? Олег, объясняй. Ты же уже мастер. Сухой Морской червь. Там крючков вообще нету. Просто висят вот такие набалдыжники, не знаю, на что похоже, непонятно. Ну, реально на мясо какое-то сухое. И вот она вот берет и держит ртом. И успевай пока доставать. Вот, кстати, неплохо попадается. В перспективе вот такие блесенки с фосфором сторона. Можно вот так подсветить лампой. Олег, кстати, освещение поставил. Какое-то свое привез. Тоже тестирует. 3 лампы, но что-то пока одна не заводится. Попробуем со станции завести. Здесь скумбрия. Желательно с кожей. Чтобы надолго хватало. Глубина вон, ребят, смотрите. Вот такой лед. И вот такая глубина, наверное, сантиметров 10-15 подо льда. А начинали рыбалку было 1,5 метра. Здесь вот такой шар. Вот. Здесь я ставлю на креветку. Вот она уже выцвела, белая. Вот опять на мясо. У Олега шевеления какие-то есть. Ну, не знаю. О,
Пожалуйста, вот наблю. О, корюшка. Вот, не знаю, вот ее местно здесь больше ценят, чем на вагу. Это в отдельное ведерко. Ее тоже будем жарить, тоже отдельно. Мочаночку будем делать с нее. Вот так вот. Ну, в общем, ничего как бы такого сверхъестественного, сложного. Как бы простая рыбалка на удочке. Ну, вот ловят ее мешками, прям здесь заготавливают. Прям мешками, ребята. Размер, да, не крупный. Вот, в основном вот такая среднячок. Но, говорю, вот сейчас попалась прям такая, прям упитанная такая. Такие бы ловились, блин. Хотя ценится вот типа в еде вот такая всего лишь. Это допустимый размер. Линейку потом покажу, ребята. Кому интересно, конечно. Вода соленая, естественно. Снег соленый. Мы без полов. Вот так грязно сидим. Ну, вот. Кто-то по 3 удочки ставит, кто-то по 4, я знаю, там сидят, ловят. Кто как гораздо, короче. Когда клев идет, то тут не успеешь. Олег на игру вот пытается. Бывает тоже срабатывает. По дну постучал вот немножко и... Да, да. Угу. Корюк, да, вот в толще вот почему-то берет. О, далее. Прям здесь в лунке, ребят, уже поклевка-то. Вот. Одна важка попалась. У Олега маленькая. Вон подмивончики есть. У нас там музыка в соседней палатке. Пацаны там балдеют. Это вижу. Мелко было. Протащил. Вот такая рыбалка, ребят. Постараемся поймать мешочек, привезти домой, угостить своих. Ух ты, вот это прям видно ударило хорошо. Вот на кальмара взяла. Вон Олега на мясо. Есть. Хорошенькая. Ну такая, едовая, как говорится. Мне кажется, знаете, такая рыбалка подойдет с детьми рыбачить. Вот приехал с ребенком, сел в палатке, да, вот. Вот на мясо, смотрите, цепляется, видите, ребят. Ты пока, когда идет, Олег, ты прям кидай ее туда и не лови ее, потом выкинем. Видишь, я только закинул. Видишь, такие удары. Ну это мелочь вообще. Такую брать не будем. Хоть и допустимый размерчик. Ну, блин, еще и содрала, зараза. Вот на мясо. Без крючков получается. Это, видать, когда-то кто-то придумал в свое время как-то поймать рыбу на море без ничего. И поймал. Наверное, так и пошло это дело. Не зря же крючки ни туда не ставятся. Скумбрия нарезана, что продается в магазине. То бишь рыбу ловим на рыбу. На нарезку просто. Руки пахнут и от наживки рыбой. Кусок большой, я его делю на пару частей. Вот. И вот протыкаю вот эту шкуру. Вот так. Чтобы поплотнее держалась. Поднадольше наживка хватило. А червь вот этот, ребята, с прошлогодней практикой, он может всю рыбалку работать. Там уже такие сопли висят, все равно бьет. Вот, смотрите, свежие, ребят. Оп. Мимо. Олег вот корюхом занимается на игру. Вот опять мясо. Мясо мимо. Ну, как бы тоже она вроде хватает, но быстро надо успевать подсекать ее, когда тем более много удочек.
одну достаешь, на вторую клюет, и бывает, что не успеваешь, когда вот клев идет. Ну, когда клев идет, надо успевать, потому что он заканчивается. А в этом это итог весь вашей рыбалки. Ну, мясо не успел, видите, что рука занята была. Хорошенькая. На скумбрию. Ну, сейчас вот что-то начало, вот видите, подход опять пошел. Не знаю, то ли вода. Ох, ё-моё. Почти как у меня. Первая это была. Такая же почти хорошая. Ну, с такими-то сразу ведро наполнится. Моментально. Побыстрее, чем со средней навагой. Нужно полотенце, ребят, руки вытирать. Потому что наживка, рыба. Сам весь рыбе, короче. Я бы сказал даже, знаете, рыбалка как промысел. Во. Что-то типа Олег мясо у тебя тянет. Вот видите, руки заняты у человека. Как бы, соответственно, мимо. Глубина небольшая, он одной рукой может доставать. Я в онлайн вам, ребят, снимаю. Показать заезд наш сегодняшний. Тяжелый. Как ты, Олег, вообще впечатления каких-то? Тяжко? Чашка. Давай так, как сказать. Ожидание долгое. Да. Ну ничего, мы же справились, правильно? Дождались. Да, да и этот... Немножко вот оборудование, видите, опять подводит, ребят. Так что надо вот реально подходить к этому и вот рассматривать, что, как вот что нужно. Ну, мне понятно, что Олег хотел мяса побольше. А видите, здесь почему-то непонятно вообще по размерам. Вроде как будто есть диагональ, а ее и нету. Я вот что-то не могу понять вообще. Как это вот так? У парней меньше палатка, а вместимость больше. У Олега больше палатка, а вместимость меньше. Вот, нифига. Хорошая. Олег тоже достал неплохую. Вот этот средняк самый четкий. То, что нужно. Вот и мясо прет. Видите, когда она идет, то не успеваешь просто хапать. И на эту, и на ту, как говорится. И она их берет активно, глотает. Ух ты, хороша, смотри, зеленая обезьянка. Давай сфоткаю тебе. С навашкой. Давай. Ага. Красавчик. О. Вот таких, да, таких вот прям сковородники. Мяса там много. Рыба без костей, ребята, без чешуи. Спарываете. Кто голову убирает, я голову убираю. Вон, видите, опять на мясо, пожалуйста. Ничего не насаживает. А видите, как держит? Он даже вытаскивает, а она не отпускает. А когда она потом отходит, она прям в лунки уже начинает сходить, потому что она уже плохо брать начинает. А тут прям жрет. Прям подход опять. Дождались, в общем, подходика очередного. Точнее, как очередного. Первый подход у нас за рыбалку. Первый подход мы были в лесу. Заезжали и ехали. Так, здесь я ставлю креветку. На этот крюк большой я ставлю креветку. Вот. А так вот мясо, вон, пожалуйста. Ничего не надо насаживать. Таскай. Но не всегда берет на мясо. Как бы. Вот почему и надо 3-4 удочки ставить. Потому что вот здесь у тебя мясо, здесь у тебя креветки, здесь у тебя скумбрия. Можно на навагу даже, говорят, рыбачить.
резать этот куски мяса и рыбачить. И уже понимаешь, на что лучше берет. Шансов больше наловить рыбейки. Ну, задача сегодня ведро 2 поймать. Как бы уставшие базара, ну, ребят. Ну. Ух ты, хорошая поклевка была. На свежего, видите, ребят. Только поменял. Опять подматываю. Опять еще. Вон Олег тоже подматывает. Вода опять ушла. Еще на 2-3 сантиметра. А потом, когда пойдет прилив, мы будем добавлять. Жик, жик, жик. И дойдем до 1,5 метра. Вообще жесть. Интересная рыбалка, да? Это, ну, в каждом рыбалке есть вот прикол. Просто доходил до того, что была чистая лунка, светил фонарик, я видел песок. То бишь он лед упал прям до дна. Такие дела, ребят, что? Рыбалим на Белом море, 2026, очередная поездка. В гостях у ребят. Вот. Для них, понятно, это уже обыденное. Для Олега это что-то новенькое. Для меня это закрепление материала в прошлом году, как говорится. Вот. Далеко, конечно, тяжело заезд. Ну, я думаю, раз в год можно съездить и так порыбалить. Тем более рыба, ребят, очень вкусная. Если бы она была невкусная, и ловить эту мелочь бы никому не интересно бы не было. Ну, сами понимаете. Я лучше поймаю щуку на килограмм, да, там, чем вот такую мелочь ловить. Нет, ребят, на самом деле это не просто так. Эта рыба очень вкусная, деликатес. О, опять хорошая. Такие вот хорошенькие попадаются. И по поклевкам видно, что не вот так не долбят, а вот прям шевеления такие приятные. Отлично, в общем. Что могу сказать? Отлично. Так что ох ты, за бороду, видите, ребят. Возможно, даже не я ее подсек. Блин, пробил я ей пузо. Скорее всего, не выживет. Заберем туда. Такие дела. В общем, так и жили. Рыбачим. Привет. Какая хорошая. Вот это навлажка. Блин, ну не знаю, грамм 250 не есть точно. Вообще по самому, прикинь, дела. На игру? Ага. Да? Охренеть. Вот это да. О, какая, ребята. Класс вообще. Олег, мясо там у тебя? Да, это не мясо, это вон долбит. А. Не успеваем, ребята. 4 руки, блин. Бомбим. Шпион маленький.
будет специально? Не знаю. Дай мне креветку. Да, ладно. Нормальная. Нормальная такая, да? Идет. Пол ведра уже лик есть. Так, сюда, наверное, я заряжу, сейчас свежу, смотри. И сразу пойдет масть. Уже без запаха осталось, походу. Не так уж активно берет. Шкура вот это прям классно работает. Сейчас. О, свеженького, смотри, сразу. Не успеваешь нафиг. Это же жор попер бы. На шкурку свеженькую. На себе аж таким ударом аж удочку. Блин, шкурку отдай. Шкурка еще хорошая. Отдай. Зараза. Ух, ну жара, жаришка. Фу, чайку поставить надо, да? Чайку попьем. Или кофейку. Хрен знает, что лучше. А лучше 100 грамм, наверное, махануть. Нормально, 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 ребятки. Как-то на половину прям налетает. И не успеваешь ни на одну. Потом бац, как будто кто-то разгоняет, как щука какая-то приходит. Понятно, что ее здесь нету. Но здесь другие хищники есть. Ладно. Кайф. Ну-ка, возьми. Отдай. У тебя там сейчас сломают удочку, смотри, что делать. Благодарю. Крючочек спрячь, да.
Друг другу помогаем, ребята. Когда клев, руки заняты бывают. Что ты делаешь? Такие дела. Кстати, ребят, опять же, вот смотрите, кто любит листовой чай, можно заварить свежий чай, да, как бы и посидеть, попить. Но вот, ну, допустим, Арктика, вот у меня термос, старый уже, ему, я не знаю, лет 5, наверное, больше, наверное, ребята. Там присутствует ситочка вот такая. Да. Вот такая. И вот прям туда засыпаем. И у тебя же тоже, Олег, да, ситочка, да? А у тебя какой термос? Торнадо. Да. Да, торнадо. Ну, даже вот не Арктика, как бы не реклама, ребят, просто вот, кто любит листовой чай, не обязательно как бы запаривать туда и потом плюваться. Вот можно прям спокойненько засыпать такую ситочку. Ну, то бишь у нас чай заварится, но у нас не будет вот этого плавать по всему вот этого. Смотри, что делать, ребята. Вот. И все. И красота. Вот так закручивается. И получается, заправляется. И все отлично получается. Вот Олег заряжает. Кофеман. Кофе, чай, май. Водичка вскипела. Сейчас зарядим чайнички. Не чайнички, точнее термоса. Опа. И будет красота. И будет вся любовь. О, и у меня тут поклевка, ребята. Не останется на кофеек, да? Я же ровненько, Олег, делал. Все, всем поровну. Все как всем как полагается. Вот еще и навашка, ребята. Всем как полагается. Так, ну что, разгребаем вещи, ребята. Как обычно, такие поездки взял станцию. Все, 100%. Олег, пользуйся. Ставим освещение туда-сюда. Все что-то все валяется. Все, бардак такой. Не люблю я. Творческий, не творческий. Не люблю. Так. Возьмем провода какие-нибудь. Какие-нибудь такие. Тайпсюшки парочку. Заряжаться. Заряжаться. Что, поставим телефон. Хотя он здесь не нужен. Связи здесь нету, ребят. От слова совсем. Тебе на что, Олег, Type-C? Нет, мне USB надо было. А, USB? Да. Присутствует. USB тут 3 штуки. Так что пользуйся, как говорится, на здоровье. Поставим зарядочку. Угу. О, давай проверяй. А, Раз. 2, 3. Все работает. Вот видишь, от станции идет. От парубанка, ребята, освещение вот это не шло. О, мы тут вообще как дома, да? Как в квартире, эту вырубай лампу. Нафиг она нужна. Еще от пульта. О. А можно этот? Допустим, я хочу одну. Можно на потыкай. О. О,
А 2? О, красава. А 3? О, 3. Нормально. Ну все, ребят, что, в принципе. Даже что-то и клюет. Мимо. Вода упала вообще с-под льда, ребят. Вот я не знаю, сантиметров 10. Перестала, в общем. Ждем прилива, что? Время у нас 6-7. Вот. Не знаю, насколько нас хватит сегодня добить этот денек тяжелый. Это уже получается вторые сутки. Как без сна. Третий, наверное. Третий. У меня третий. Какие вторые? Да. Вот такая мелкая навага. Наживца ее. Не знаю, подождем воду, ребят, посмотрим, может поклюет. Нет, так будем отдыхать. Никто не хочет ужинать, все что-то своего наелись. И вкусняшки, и всякие. И Олег там бомбит Марсы с кофе. Вот. Есть и такие всякие у нас тут нарезки. Короче, никто не хочет ужинать. Ну это и понятно. Так что не знаю. Посмотрим. Если будет клев, ребят, на связи. А так устали очень сильно. Заезд получился тяжелый, но он как есть. Мы на месте. Впереди рыбалочка. Так что такие дела. В общем, на связи.